На границе снова неспокойно. Таджикские военные застрелили кыргызского пограничника. Талибы пообещали не нападать на страны Центральной Азии. Делегация радикального движения провела переговоры в Москве. США против закона об отчетности НПО в Кыргызстане. Заявление представителя Госдепартамента по этому поводу. В студии «Наждак» для вас работает Медербек Мамбеталиев. Здравствуйте. Трагедия на погранзаставе унесла жизнь одного пограничника, и еще один в настоящее время находится на территории соседней республики. Я напомню, что накануне там, на границе, вновь произошла перестрелка. Инцидент произошел недалеко от перевала Чашмагильдан. По информации ГПС, сейчас между представителями и профильных ведомств двух стран ведутся переговоры. На месте находится начальник управления пограничной службы в Баткенской области Каялбек Тулембаев и руководитель силовых структур. Погибший — это 27-летний сержант Хуснидин Хаджиев. Также стало известно, что в ходе перестрелки 8 июля один военнослужащий вооруженных сил нашей республики был задержан таджикскими пограничниками. Обстоятельства гибели пограничника выясняются. По предварительным данным, с таджикской стороны также есть погибшие и раненые. Ну а пока пограничники соседнего государства без причины обстреливают военные заставы Кыргызстана, на других рубежах Таджикистана нависла реальная угроза. Движение «Талибан», например, в лице Таджикистан, граничащий с Афганистаном, уже запросил помощь у ДКБ, поскольку на протяжении последних недель боевики радикального движения ведут бои с правительственными войсками Афганистана и вплотную приблизились к границе с соседней республикой. Но по некоторым данным у боевиков нет цели нарушать границы бывшего постсоветского пространства. Об этом заявили сами они накануне в Москве. Туда на переговоры прибыли представители катарского офиса «Талибан». Переговоры с ними вел спецпредставитель президента по Афганистану и бывший посол в этой стране Замир Кабулов. Кроме того, боевики сообщили о решимости бороться с угрозами, исходящими от другой запрещенной организации «Исламское государство». Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не ее распространение за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана. Насколько боевики движения «Талибан» могут представлять угрозу странам Центральной Азии, в частности для Кыргызстана? На эти вопросы попытались ответить как политические обозреватели, так и эксперты в области национальной безопасности. Побеседуем с Игорем Шестаковым и председателем общественного объединения ветеранов антитеррор «Альфа» Артуром Медетбековым. О том, что может Талибан вторгнуться в Центральную Азию, но я как минимум слышу это с 1997 года. Но пока это, мне кажется, в большей степени конспирологическая версия, потому что понятно, что у Талибана сегодня нет таких ресурсов и возможностей, чтобы объявить войну нашим странам и построить здесь свой халифат. Это связано с тем, что до 11 сентября этого года войска НАТО, возглавляемые США, полностью выходят или уходят из Афганистана. И, насколько известно, движение «Талибан» на сегодня имеет несколько переговорных соглашений как с войсками НАТО, как с правительственными силами, но независимо от этого они каждым днем захватывают все новые населенные пункты и районы, и города. Это говорит о том, что в ближайшем будущем, в течение полугода, в Афганистане установится новая власть талибов, которая проповедует истинно фундаментальный ислам. Но самое главное, в Афганистане сегодня уже началась гуманитарная катастрофа. И эта гуманитарная катастрофа может отразиться и на соседние страны. Во-первых, путем перехода незаконной миграции, путем
перехода незаконных беженцев со стороны Афганистана, соседней республики. «Не ищи врага вдалеке, когда он рядом», гласит известная поговорка. Так, например, за вымогательство взятки в размере $100 задержан мужчина, который представлялся сотрудником ГКМБ. По сообщениям спецслужб, мужчина проводил проверку в Атпашинской районной государственной администрации и вымогал у руководства денежные средства в размере $100 за вынесение якобы положительного акта. Лжесотрудника ГКМБ задержали, посадили за решетку. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным фактам преступлений. Пострадавших от действий мужчины, фотографию, которую вы видите на своих экранах, просят обратиться по телефону доверия ГКМБ по Нарынской области 035 22 50 84 9. Индийский штамм Дельта, слава богу, не зарегистрирован пока в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил директор научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Омар Касымов. Он отметил, что штамм первоначально уханьского варианта подвергся значительной мутации. По данным ВОЗ, на сегодня определено несколько видов классификации штамма. Существует британский альфа, южноафриканский бета, бразильский гамма и индийский дельта. Последний является наиболее опасным для человеческого сообщества. Инфицирование им происходит за 5-10 секунд, клиническое течение более тяжелое. Риск госпитализации при заражении этим штаммом в 2 раза выше по сравнению с другими. Тем временем за сутки в Кыргызстане выявили еще 1319 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалальдин Рахматуллаев. По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 715 новых случаев, в Аше 25, Чуйской области 225, Ошской 87, Таласской 15, Нарынской 5, Иссыкульской 44, Джалалабадской 109, Баткенской 94. С марта прошлого года в республике зарегистрировали 135 088 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Соединенные Штаты Америки выражают глубокую озабоченность недавним принятием в Кыргызстане закона о том, что власти Кыргызстана должны знать о финансовой и программной деятельности неправительственных организаций. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. По мнению Госдепа, новые требования ставят под угрозу возможности НПО улучшать жизнь граждан и создают препятствия жизненно важным усилиям НПО по оказанию помощи правительству в его ответных мерах на пандемию COVID-19. Мы призываем руководство страны пересмотреть закон и его отрицательное влияние на гражданское сообщество, которое является краеугольным камнем кыргызской демократии. Законопроект о финансовой отчетности НПО депутаты одобрили в 3-м чтении 17 июня. Президент Садыр Джапаров подписал документ. Напомним, что 4 марта Жогорку Кенеш в 1-м чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Подобные законы неправомерно использовались и в других странах для того, чтобы подвергать преследованию организаций, критикующие правительство и политических деятелей, тем самым посягая на свободу выражения мнений. Сильные традиции плюрализма и свободы объединения в Кыргызской республике, которые она установила с момента обретения независимости почти 30 лет назад, следует защищать и поощрять. В самом центре Бишкека председатель ТСЖ устроил самое настоящее самоуправство. По словам недовольных жителей нескольких многоэтажных домов, мужчина сдает в аренду помещения банкам и супермаркетам. При этом отчеты о финансовых операциях держатся в тайне. Сегодня они устроили митинг с требованием предоставить им отчеты. Кроме того, они просят милицию разобраться в ситуации. Все попытки прийти к консенсусу между жителями одного из столичных многоэтажек и руководством товарищества собственников жилья оказались тщетны. Мало того, что противостояние между ними продолжается, так еще и сам конфликт получил новый виток. А все началось с того, что горожане стали выражать свое недовольство в адрес ТСЖ, где представители последнего якобы превратили их дом в один большой притон. Вдобавок занимаются еще и самоуправством.
Это помещение принадлежит ТСЖ под названием Хронос 105. Оно, по словам членов товарищества собственников жилья, было сдано в аренду без их ведома и лично домкомом неким Леонидом Бедокуровым. У ТСЖ есть возможность сдавать общедомовые площади в аренду, но Бедокуров пользуется этим правом единолично. И что самое главное, не в пользу благоустройства дома. Мы сдаются помещения общедомового пользования. Вот, и, естественно, коль у нас существует ТСЖ, все эти помещения должны сдаваться по общему согласию жильцов нашего дома. Но в настоящее время, на протяжении всего домкомства Бедокурова Леонида Федоровича, который является председателем ТСЖ, он сдает единолично, без какого-либо согласования. Это немалые финансовые средства, которыми он управляет единолично в лице своей семьи. Жильцы домов крайне возмущены. Домком Бедокуров хочет оформить на свое имя подвальное помещение, а потом сдавать его в аренду. А в центре города, а именно на пересечении улиц Абдрахманова-Бакамбаева, стоимость аренды квадратного метра высокая. Огромные деньги поступают за рекламные билборды и небольшие вывески на крыше этого дома. Есть даже пристройка на чердачном помещении. Из нее соорудили полноценную трехкомнатную квартиру. Есть еще и продовольственные магазины, которые в свою очередь нарушают покой жителей. Весь этот бизнес на рекламе и сдаче в аренду помещений растет и процветает. А вот сколько поступает денег в ТСЖ, знает только сам домком. После общего собрания я являюсь членом правления с декабря месяца. После общего собрания, когда нас выбрали членами правления, мы обратились к Леониду Федоровичу, жители обратились к Леониду Федоровичу с предоставлением финансового отчета. Но он, нарушив все правила бухгалтерского учета, предоставил нам акт, написанный собственноручно, где в этом акте мы узнали, что члены правления у нас, оказывается, существуют, где была подделка подписей. Сам собственнолично его нарисовал, никаких разрешительных бухгалтерских отчетов. Один находится магазин «Народный», который очень мешает нам, всем жителям. Сюда заезжают бусы, заезжают грузовые машины. Тем самым они нарушают покой, мешают, задевают машины рядом стоящие. Каждое утро здесь у нас полная антисанитария. Постоянно мусор, завелись тараканы. И шум, который они создают, очень мешает жильцам. На территории ТСЖ растет и процветает еще один бизнес, в кавычках, конечно. Это сдача посуточных квартир и притоны, где работают девушки с низкой социальной ответственностью. Жителями были выявлены около 20 таких апартаментов. Их владельцы некие Зухра Акрамова и Саида Баратбаева. Несмотря на многочисленные жалобы, домком Бедокуров бездействует. Медина в борьбе с притонами сама стала жертвой. Она даже обратилась к президенту Садыру Джапарову в надежде на то, что вопрос будет решен. И хочет, чтобы суды вынесли справедливое решение. В борьбе с беззаконием сама стала жертвой. На моей лестничной площадке есть квартира, где работают девочки легкого поведения. Посетители этого притона по ошибке всегда стучатся в наши двери, беспокоят сон моих детей и создают неблагоприятные условия для нашей жизни. После двухкратного заявления в Свердловский РУВД, где в ответ была только тишина, на меня подали заявление представители этого притона, где было сказано об избиении мною. Сейчас я нахожусь под следствием за то дело, которое я не совершала. Мои права полностью были нарушены. Хочется, чтобы справедливость была. А где ждать эту справедливость, не знаю. Одна надежда на президента. Жители многоквартирных домов намерены и дальше бороться с беззаконием. По их словам, виноват во всем все тот же домком Бедокуров. Все финансовые потоки от деятельности ТСЖ только под его контролем. Его супруга является бухгалтером, а сам Бедокуров оказывается еще и гражданин России, который в любой момент может уехать на ПМЖ. Справедливости ради мы попытались поговорить с самим домкомом, но он отказался что-либо комментировать. Ну и на этом у нас все. Спасибо за внимание. До новых встреч.